Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Акцент». В студии Юлия Ходулова. Сегодня у нас в студии начальник управления биологических ресурсов, дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Андрей Леонидович Попов. Андрей Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Леонидович Попов родился в городе Якутске. Закончил биолого-географический факультет ЯГУ имени Максима Кировича Амосова. После окончания вуза работал в Институте биологии Сибирского отделения Академии наук СССР. В 1989 году Андрей Леонидович перешел на службу в Госкомприроды на должность государственного инспектора охраны природы. В 1996 году Андрея Леонидовича пригласили в Департамент биологических ресурсов. Начинал руководителем отдела, затем был назначен заместителем директора. В 2012 году Попов возглавил управление биологических ресурсов. Занимается вопросами охраны и воспроизводства животного мира. Вчера завершила работу научно-практическая региональная конференция «Особо охраняемые природные территории. Современное состояние и перспективы развития». Такое у нее было название. В ее работе приняли участие 11 субъектов Российской Федерации. Одним из гостей был Тарас Петрович Сипко, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Андрей Леонидович, может, вы расскажете о цели его визита к нам? Вначале с этого начнем. Тарас Петрович Сипко – это ученый, довольно-таки известный ученый, среди бизоноведов, зуброведов. И вот он занимается крупными копытными животными, специалист в международном масштабе тоже, он довольно-таки известен. Он занимается и генетикой этих животных. Вот. Ну, основная цель его приезда – это, конечно, была конференция, где он выступил с докладом, с интересным докладом о зубрах и бизонах. Это, в общем-то, два вида, подвида даже одного вида от бизона. Вот он о них рассказывал, о их в общем, научной ценности и прочее. Но его визит связан с тем, что буквально через месяц будет реализована программа по переселению овцебыков из Ямало-Ненецкого автономного округа в республику Саха-Якутия, а именно в Булунский улус. Да. И этим занимаетесь вы. Да, занимаемся. Для чего вот эта вот программа? Вот эта программа, в общем-то, она уже у нас идет очень давно, с 96-го года, уже 21 год мы занимаемся этими вопросами. Вот. И в настоящее время была создана вот популяция, начиная с 96-го года, популяция овцебыков в 4 тундровых районах республики. Это Булунском, Аллаиховском, Анабарском и Нижнеколымском районах. И сейчас общая численность овцебыков достигает 2600 особей. Это по расчетным данным и, конечно, дополненными мониторинговыми наблюдениями. Вот. И он, конечно, приезжал еще вот по этому поводу, потому что он один из участников этих работ и постоянный участник. Он у нас ведет ветеринарный осмотр животных, в общем, берет анализы на генетику. И поэтому у нас тоже мы решали вопросы как раз вот дальнейшего наших совместных работ. Буквально вот в эти дни вы едете с командировкой в Ямало-Ненецкий автономный округ. Вот какая цель вашей поездки? Цель поездки – это завоз партии овцебыков. Ямал нам дает партию овцебыков, 22 головы. Овцебыки находятся в вольере, но вольер очень обширный, и придется их там все равно обездвиживать, значит, и помещать в транспортировочные клетки. Затем идет ветеринарная передержка животных, карантин. Вот. И вот этих животных впоследствии мы, значит, после карантина уже мы завозим в республику. Примерно когда это произойдет? Это произойдет в конце сентября. Потому что передержка будет у нас месяц. Вот. Почему именно выбран вот кряж Чекановского в Булунском районе? Потому что здесь происходит слияние двух группировок – Булунской и Анабарской. И, значит, как раз вот по-народному говоря, мы разбавляем кровь еще и мальскими животными. Значит, здесь будут генетически устойчивые такие животные.
Вот. Ну, самое главное, это то, что республика практически в этот проект деньги не вложила. Это деньги выделил спонсор ОАО «Запсиб Газпром». Это такая довольно-таки серьезная организация, да, которая занимается строительством, в общем, строительством и газопроводов, нефтепроводов, ну и вообще строительством военных объектов. В частности, у нас в Якутии они строят базу на Новосибирских островах. И вот именно с их помощью мы как раз вот завозим этих животных. Андрей Леонидович, может, вы расскажете еще о канадских бизонах? У нас ведь в Якутию завезено 3 партии, да, если я не Да, ошибаюсь? 3 партии канадского бизона. И сколько у нас завезено вообще в целом? В целом было завезено 90 животных. Вот. Каждая партия по 30 животных. И затем у нас проходили переговоры с канадской стороной о завозе 4-й партии. Но в связи, значит, с международными санкциями, этими событиями на Украине, в Крыму, на Украине, Канада, в общем-то, нам так вежливо отказала. Но сейчас ситуация меняется к лучшему. Мы получили письмо из канадского парка Элк-Айленд, как раз откуда мы получаем бизонов, о продолжении этого проекта. И вот мы планируем, значит, где-то в 2018 году завести 4-ю партию бизонов. Вот. Ну, бизоны у нас в этом году тоже в год экологии, и завоз овцебыков приурочен к году экологии, и выпуск лесных бизонов тоже приурочен к году экологии. Вот. И будет выпуск, значит, осуществлен. И это, в общем-то, очень серьезная акция, потому что у нас в Якутии это единственное стадо лесных бизонов, некогда обитавших на нашей территории, и, Якутии, видимо, пропавших с помощью человека, да, при воздействии человека. Вот. Эти бизоны в Евразии. Вот только у нас имеется. А сколько находится бизонов в Усть-Ботама, это вот в Хангаласском улусе? Да, и сколько в Тымпынай? Да, в Тымпынае, в горном улусе, это вот парке Синяя. У нас общей сложности 182 бизона. И кроме этого у нас еще 2 бизона мы содержим, в том числе это в зоопарке Артодайду, и 3 бизона у нас в парке «Живые алмазы Якутии». А по проекту их будут выпускать, значит, на волю, да? Да. Ну, это не опасно вообще для населения? Мы считаем, что это не несет большой опасности. Ну, скажем, это не медведь, это, в общем-то, дикий зверь, который боится тоже так же человека, так же, как и лось, например. Да. Вот. И он к человеку он навряд ли подойдет. У нас были случаи, что бизоны выходили на волю, и на воле они уже чувствуют, выйдут на волю, потом мы их, конечно, возвращали на место. Вот. И на воле они уже ведут себя как дикие животные, а не как животные, привыкшие к человеку. Вообще бизон — это стадное животное же, ведь, да? Да, это стадное животное. Там вожак есть, и его... Да, обычно вожак — это самка. Самая хитрая, самка. самая умная, самая сильная самка. Вот. А самец, он только ходит, охраняет вроде бы как стадо. А вообще кто вот начал вот этот проект по завозу канадских бизонов в Якутию? Кому принадлежала инициатива? Ну, инициатива, в общем-то, эта идея витала с 1960-х годов еще. Здесь был у нас такой исследователь, зоолог. И вот его идея была такая, чтобы выпустить именно здесь бизонов. И овцебыков тоже об этом он писал. Егоров Олег Васильевич, крупный ученый, доктор наук. Вот. Ну и сейчас мы воплотили в 2006 году, воплотили его замыслы, завезли сюда бизонов. Вот, бизоны у нас хорошо адаптировались к нашим условиям. В принципе, для них это как бы, родина есть родина все-таки. Исторически так уж они когда-то здесь обитали, потом по Берингийскому мосту
там где-то 10-12 тысяч лет назад они перешли в Америку и оказались в Канаде. Но она была не населена так вот людьми сильно, как наш северо-восток Сибири. Поэтому они там сохранились. Большое спасибо, Андрей Леонидович, за интересную беседу. Это была передача «Акцент». Спасибо за внимание. До новых встреч.